Алла-Шарбага – это оздоровительный лагерь дневного типа. Дети находятся здесь с 9 утра до 6 вечера. В лагере предусмотрено трехразовое питание, дневной сон, различные кружки, познавательные экскурсии и лекции, развлекательные игры, спортивные соревнования и, конечно же, походы на море. Наверное, немногие из нас знают, что всего на морском побережье Абхазии зарегистрировано 54 пляжа. Из них меньше половины соответствуют необходимым нормам и требованиям безопасности. Но очень часто мы с вами, наши дети, гости, пренебрегаем правилами безопасности на воде. Хоть за детьми и присматривают квалифицированные специалисты, чтобы они знали, как себя правильно вести на море, в оздоровительном лагере Алла-Шарбага сотрудники МЧС провели лекции. Дети должны знать данную информацию. Это информация, где нельзя купаться в море и где впадают реки в море, что в ночное время нельзя купаться в море. И что в озерах нельзя купаться. Это в первую очередь озеро Рица, Голубое озеро. Мы недавно были на озере Рица и обнаружили такой момент, что там практически открыли пляж. И мы подошли к ответственным по этому пляжу. Они нам сказали, что в принципе там мы выставили знаки запрещения, но не можем ничего сделать, так как люди заходят и купаются на этом пляже. Но тем не менее надо как-то с этим бороться и запрещать людям купаться в этих местах. Это связано с риском для здоровья. Управление образования администрации Сухума 7-й год организовывает бесплатный летний отдых для детей от 6 до 13 лет. Ребятам рассказали, что такое водоворот – место, где река впадает в море, о том, что такие места нужно обходить стороной, купаться там крайне опасно для жизни. Глава столичной администрации Адгур Харази отметил, что каждый год условия пребывания в лагере будут улучшаться по мере возможности. При этом подчеркнул, что в лагере должно быть все как дома. Начальник управления образования столичной администрации Людмила Адлиба рассказала, что за питанием детей ведется особый контроль. В рацион входят свежие овощи, фрукты, мясо, яйца, словом, все, что необходимо растущему организму. В разнообразное меню включена и национальная кухня. Дети здесь отдыхают, за ними следят, работают по интересам, спортивные мероприятия. Жалоб со стороны родителей не было, дети довольны. Мы следим за тем, как их кормят. И я думаю, что эти 2 недели пойдут им на пользу. Сегодня в гостях у нас был специалист по чрезвычайным ситуациям, по водным и морским делам. Он им рассказал все, что необходимо знать детям их возраста, купаясь на море или в речке. Летний лагерь планируется провести в 3 потока по 2 недели, в каждом по 120 человек. Подобные лекции о правилах поведения и безопасности на море сотрудники МЧС будут проводить и в других учреждениях. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.